Всем привет-привет, с вами канал Life. И мы находимся в Калининграде. Меня зовут Карина. Как вы помните уже, всем добра. Мы сегодня идем с вами в музей янтаря. Мы узнали, что там есть новые какие-то выставки и хотим их посетить, потому что это интересно. Вот у нас как раз музей и вот ресторан «Солнечный камень». Сейчас перейдем дорогу. И пойдем смотреть экспозиции какие-то там новые. Там, по-моему, есть про серебро выставка. И, по-моему, называется «Русский мед». Да, Владимир Николаевич? Да, там что-то серебро 17-18 век, по-моему. Да, и прусский мед. Это янтарная коллекция наших, по-моему, мастеров калининградских по янтарю. Ну, естественно, это надо все посмотреть. Вот сейчас здесь пройдем. «Солнечный камень», кстати, да, является рыбным рестораном. Именно поэтому мы туда очень мало ходим. Конечно, я там была. Там прекрасные запекают яблоки с орехами, с медом. Но блюд для вегетарианца маловато, конечно. Однако для многих этот ресторан будет очень привлекательным, потому что он как средневековый замок. Мы обязательно туда сходим и попьем кофе. Да ведь, Владимир Николаевич? Когда-нибудь. Когда-нибудь. Ну, началось. Вот не любит он средневековые рестораны. Что с ним сделаешь? Непонятно. Конечно, хотелось бы попасть на смотровую площадку. Сейчас хочу узнать, потому что я там не была на смотровой площадке, на башне. Хочу узнать, как вообще туда попасть. Вот посмотрите, какие тут есть всякие интересные штуки. Вот так выглядит музей янтаря. Он тоже у нас как средневековый замок. А вот здесь бабушка Хомлин. Обязательно надо потереть ее клевер, потому что она счастливая. Вот. Так, смотрим, вот тут вот дерево у нас. Давайте его осмотрим внимательно. Все, тут не будем торопиться никуда. Нужно обязательно все рассмотреть. Видите, какой янтарь. Потрясающе, конечно. Вот. Так, а есть трон. На троне мы всегда все делаем фотографии. Это нормально. Тут такая штука стоит. Вот тут вот монумент. А трон где, Владимир Николаевич? Вот с той стороны. Его туда поставили? А я что-то его пропустила. Нет, я хочу его снять. Минуточку. Сменили место. Сменили место трона, да. Вот он, трон. На этом троне все фотографируются. А я почему-то туда пошла за ним. Видите? Тут вот такой вот жук и янтарь под ним. Вот. Это муравей. Классно вообще трон. Вот такой вот. Тут, по-моему, лавочка, да? Сейчас все узнаем. Нам надо посетить, главное, новые выставки, потому что мы все уже видели. Я, конечно, хотела бы показать вам музей сам по себе янтаря. Но не знаю, насколько это нужно, если вы сюда приедете. А вот выставки — это мгновенные явления, которые очень быстро проходят, на самом деле. Вот. Здравствуйте. Сейчас спросим в кассе про новые выставки. Здравствуйте. Скажите, а вот новые две выставки проходят? Да. Можно их посетить? Конечно. Вот, пожалуйста, эти две выставки. Одна 100, другая 60 рублей. Ага. Нам 2 билета на 2 выставки. Хорошо. Как? Двоих, да? Вот такие продают сувениры.
Очень симпатичные. Я, возможно, что-то прикуплю. Что? Сейчас я сниму вот тут вот очень красивые иконы. Прям очень. И тарелки. Так, нам нужно раздеться, да? Ну тогда мы сейчас раздеваемся и потом включим дальше камеру. Идем. Теперь мы идем на нашу экспозицию. Вы только купили. Мы на 2 выставки. Второй этаж, до контроля на второй этаж. Хорошо. Обе на втором, да, этаже? Хорошо, спасибо. А скажите, у вас еще какая-то выставка была, по-моему, в подвале. Не было такой выставки? Серебро. Серебро? Она в подвале находится? Да. А, мы на вторую тоже купили. А на что взяли? На серебро и на Бордовый зал. русский мед. Нет, там Или как временная экспозиция, не знаю. За 100 и за 60. 2 выставки. 2 выставки 100, это значит 200 рублей у вас сюда в подвал Да. на серебро и 60. Даже она пробила 60. И вот подвал и этот бордовый зал? Да. Ну, вот до контроля вы идете. На На второй этаж. этаж нет, на второй не надо вам подниматься. Не Вы надо. пройдете бордовый зал, и в конце бордового направо будет спуск в цокольный этаж. А, еще Да, тут. да, вот прямо. Да, хорошо. Спасибо большое. Ты не торопись. Ты не торопись. Здравствуйте. Здравствуйте. 320. Это У за, вас 2 зала, да? да, за 100. А камеру и можно за вот 60. включить там? Да, Ага, да. хорошо. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Здесь обе стороны смотрите и ходите направо. следующий зал. Хорошо, спасибо. Коллекция русский мед 2019. Ну, красивые, конечно, изделия. Шикарно. Такой браслет. Потрясающий, конечно. Такие серьги, браслеты. Давай тоже посмотрим. Да. Так, это янтарь, латунь и кожа. Невероятно. Мне очень нравится. Я так понимаю, мастера? Мастера. Это кожаные изделия, да? Да. И роспись на янтаре внутри. Видишь? Нет, не вижу. А, вижу. Такое все маленькое, да? Невероятные вещи. Подсвечники. Угу. Стекло. Акриловые краски. Кожа. Действительно хорошее изделие. Необычное. Если даже выставку сделали, то это прям настоящее произведение искусства. У нас иногда здесь устраиваются ярмарки янтарные. Да, янтарных мастеров, настоящих деятелей искусства, дизайнеров. Мы покупаем там какие-то вещи и потом ну вот у меня есть абрикос
половинка абрикоса. Если кого-то интересует, пишите. Пуговицы есть янтарные. Очень красивые вещи, конечно, очень. Ну, я как человек-ценитель понимаю, что это такое. И очень люблю дизайнерские всякие вещи. Ну, тут горшочки вообще, конечно. Смотри, какие милые горшочки. Такие прям милейшие изделия. Очень. Тарелки, смотрите. Тоже есть инкрустация янтарем. Очень Декоративная тарелка, не покушаешь на нее. Но это оригинально, очень красиво выглядит. Для украшения интерьера просто потрясающе. Смотрите, медведи. 3 медведя. Смотрите, какие. Ну, это вообще очень красиво. Я опять за очень красивого. У меня это моя фраза паразит. Я в восторге. Я в восторге от изделий. Все показано, рассказано. Вот мне нравится вот как гардероб, да? Вот, допустим, как бы человек мог носить это все на себе, и это очень приятно. Такой дизайн в одежде, да? Я очень надеюсь, что не все полностью отражается от стекла в камере. Вот очень хочется, чтобы камера передала красоту изделий. Полирует янтарь. Да. Женщина такая приятная. Мастер. И она, смотрите, носит какую интересную одежду. Она деткам показывает, как что делать. Настоящий мастер. Как шлифовать, как что, да, вот так с янтарем, как обращаться. У меня дома такая машина есть, только поменьше, для обработки камня. Ну, как полируют, как шлифуют, все. Я это тоже все умею делать. Вот он, видишь, как полируется. Видишь уже какой? А там еще паста Гои называется, по-моему. И такая паста, наносишь ее на шлифовальный круг и полируешь. Очень красиво получается. Можно вручную все делать, не обязательно на заводе. Вот она вытирает, видите? Какой янтарик получился. Шикарно. Угу. Игрушки, смотри, какие игрушки. Такие милые игрушечки. Посмотри, куклы какие. Прекрасная выставка. Тут картины. Холст, масло. Ну, очень тоже мне нравятся картины такие. Все такое приятное, миниатюрное. Очень много позитивных эмоций у женщины, которая видит кучу украшений. Надеюсь, что зрителям нашим тоже понравится. Продолжение осмотра. Тут, смотрите, старый этот стоит рояль или пианино. Так, и теперь мы спустимся в подвал. Первый раз. Я первый раз иду в подвал. Какой художественный? 16 век. А я еще в подвале не была здесь, в башне. Ух ты! Я прям в таком предвкушении. Мы практически на уровень воды спускаемся. Да, мы не практически, мы уже под водой. Здорово. Здравствуйте. Какое зеркало с рыбами. А мы же под водой, да, получается? Нет еще? Не, ну я имею в виду, что очень низкий зал. Не касается он воды. Цокольное помещение. Да. Пожалуйста,
Мы не разрешаем снимать. Всё. Ой, только изделия нельзя, да? А выставку-то ведь можно? Хорошо. У нас здесь выставка продажи, творческое объединение, русский мед. То есть вверху наша выставка. А здесь у нас можно и посмотреть, и приобрести. Это витрина с коллекционным янтарем. Каждое украшение сделано вручную. И, честно говоря, такое многообразие коллекционного янтаря на одной витрине даже для Калининграда редкость. Да. Мы часто выставки посещаем. Да. Хорошо, мы осмотрим, а потом Спасибо. уже все выключим, придем к вам. Шахмат. Да. Но какие-то очень уж необычные. Шахматный набор молодости 2019 год. Янтарь, дуб, груша, черешня, серебро, латунь, фианиты, эмаль. Ну, это уникально, конечно. Просто вот уникально. Смотри на это кресло. Кресло светится прям. Залила потом. Угу. Ну, потрясающе. Очень. Мне очень нравится. Вот я очень люблю выставки, потому что то, что сейчас люди делают, это тоже надо обязательно смотреть. Не обязательно то, что в прошлом люди делали, а то, что сейчас люди делают, это тоже обязательно надо видеть. Так, вот это изделие 1796 года. Россия, Москва, серебро, металл, гравировка, золочение. Дароносица называется. А это изделие 1908-1917 годы. Это тоже дароносица. Вот. 1858 год. Ложка для причастия. Ростер 1771-79. Интересно, как. Венец 16 год. Вот видите, мы сначала посмотрели современных мастеров, спустились и увидели очень древних мастеров. И все вместе в один день. Венец, 17 век. Цата, 17 век. Тут оклады для икон, естественно. Они 1780-е годы. Оклады икон. 18 век, 1789 год оклад. 1801 год. Богоматерь Адигитрия. 18 век. Россия, серебро, чеканка, гравировка, конфорение, золочение, окладки иконе Богоматери, знамения с предстоящими святыми Анной и Федором. Скорбящих радость 1783-89 года. Святитель Николай 1763 год. Эти некоторые оклады уже без икон. Владимирская икона. Явление Богоматери, святитель Николай Пономарио Юрышу. 1735 год. Санкт-Петербург. А здесь, ух ты, с камушками. Смотри, какая прелесть. Жемчуг, стекло, штамповка, золочение. 1877 год. Икона Вседержитель. Ух ты, с короной. Венец.
Такая маленькая иконка. Крест распятия. 1820 год. Икона. Георгий Победоносец. Вот она маленькая. 1908-17. И створа с кладнем. Успение. 18 век. Ну, Успение вообще интересная. Прям. Такая малюсенькая иконка. Ну, такая интересная. Тут тоже вот 1858 и 1839 года. Так. Окладки кони. Ангел-хранитель. С преподобной и апостолом Иаковом. 1851. Санкт-Петербург. Оклады остались, да, а иконы уже, видимо, вот не дожили. Не все иконы дожили. Потому что тут вот видите, вот иконы, но они очень старые. Некоторые есть. Кто-то с иконами выставлен, кто-то без. Николай Чудотворец. А вот это столик. Экспонат руками ни в коем случае трогать нельзя. Двухмарёный янтарь. Я надеюсь, хоть в камеру хоть что-то видно, потому что отсвечивает. Надеюсь, что что-нибудь будет видно. Смотри, какие ложки. Роспись прям на ложке. Ну, это получается 19 век, и 20 уже даже есть. Но начало. Но вот как расписано, это вообще и браслет этот расписан. Это же браслет, да? Великий Устюг, 4. Это браслет, да. 1885-1917 годы. Ну, тут портсигары, я так понимаю. Да, портсигары. Ну, тут вообще роспись, вот прям крест шикарнейший. Смотрите, как все маленькое какое. А тут тоже маленькое, совсем маленькое. 1913 год. Знак нагрудный. Нагрудный знак. Ну, вот он выглядит прям, я надеюсь, что я как-то хотя бы покажу. Вот. Ух ты. Сережечки. Сумочка потрясающая, серебряная. Сумочка тоже 1908-1917 годы. Кольчужное плетение. А коробочка 1888. Подсвечник, это подсвечник такой. А тут вообще получается офисное, да, вот это вот все. Письменный прибор. Угу. Красиво. Представляешь, какой-то сидит там советник, и у него есть такой письменный прибор дорогой, дорогой. Что-то не верю. Это получается подвески. Да. Вот это венец, это оклад.
Ложечки расписные. А это, конечно же, подстаканник для чаю. Чай пить, чтобы ручки не жгло. Браслет это вообще, конечно, с кольцом. Шикарнейшие. Кольцо синее, прям там получается эмаль. Ну, угу. Внутри какая-то запись есть, что это 925-я проба. Все как надо. Всякие предметы для стола, вилки. Один, два, это что? Соломка, чашка. А, нет, это нижний. Так, нижний. Кольцо салфеточное, кольцо салфеточное. Это два кольца салфеточные. Да, вот тут солонка, чашка получается. Вот солонка. Чашка номер 2. Вот она, кружечка. Так, тут у нас что-то потрясающее. Икона Воскресения, сошествие в ад. А это икона... А, тоже сошествие в ад. Вот чернокнижники, смотрите, как оно все. Тут можно пожертвование сделать на развитие музея янтаря. Ух ты, какая красота! Крест. Наперстный с цепью. 19-й, начало 20 века. Это у нас крест наперстный с цепью. 19 век. Это, тоже крест. Да, серебро, стекло. Потрясающе. Тоже 19 век. Тоже крест. А тут цепь. 19 век. И крест наперстный с цепью. 19 век. Вот так. Тут вот можно телевизор посмотреть. Ай, как я люблю вот такие всякие штуки. Коридоры. Все, мы на выход идем. Спасибо большое этой выставке. Она нам очень понравилась. Все, мы пришли. Спасибо. Вот мы уже вышли с выставки и сейчас смотрим изделия, какие есть. В самом музее можно снимать, поэтому мы смотрим. Это все можно покупать спокойненько. Все, что нравится. Вот я помню, кольцо продавала, да? А вот тут браслет по типу этого кольца. Похож. И как-то даже выигрывали приз. Помните такой? На канале такое кольцо выигрывали. Бусики, бусики. 800, 3500. Талисманчики. Это довольно необычные изделия уже. Такие прям креативненькие.
браслеты, браслеты, браслеты. Куча всего. Вот это же чайники, да. Самовары, да. Самоварчики. Да. Ну, совы тут, видимо, уже нет просто. Деревья такие огромные, прям янтарные деревья. Там вот картины потрясающие. Такие статуэточки. В общем, очень много всего. В общем, огромное изобилие в музее янтаря. И это все можно покупать. Ежик 1300 вот такой стоит. Симпатичный. Все, мы выходим. Все посмотрели, все посетили. Что надо было, купили. И пошли. На нашу прогулку дальше. А где выход? Там. Нет, там туалет. Вот выход. Все. Всем спасибо. Было очень интересно на обеих выставках. Прошли мы их довольно быстро, но впечатлений очень много. Нам понравилось. И древнее серебро, и новейшие произведения искусства наших калининградских янтарных мастеров. Посещайте наш музей янтаря и основную экспозицию, и выставки. И для вас это будет очень интересным впечатлением, потому что, ну а как? Это искусство и это янтарь. Если вы приехали в Калининград, то обязательно нужно посетить музей янтаря. Я еще хотела, Владимир Николаевич, вот сюда вот зайти. Да, я тоже хотел это предложить, посмотреть вид на озеро. Да, мы пойдем сейчас вам покажем вид на озеро верхнее с стороны музея янтаря. Вот сейчас нужно зайти вот сюда. Сейчас тут колясочку вытащат. Владимир Николаевич с моим рюкзачком смотрится просто фантастически. И прям вот. И здесь, видите, здесь тоже есть магазинчики. Вот. А сам по себе вид на озеро, вот мы сейчас вышли, вот просто потрясающий вид. Давайте пройдем и посмотрим. Вот здесь прогулочные мостики, дорожечки. Все вокруг озера можно пройти, прогуляться. И вот такой вот вид открывается сразу же за музеем янтаря. Я надеюсь, ветер не сильно мешает. Вон там птички плавают. Вид на гостиницу «Меркурий», который построили не очень-то давно. Но и вот этот мостик, и все такое милое. Тут вот ларечки. То есть мало того, что вы в музее янтаря можете приобрести янтарные изделия, и дизайнерские, и не дизайнерские, да, так вы еще и можете здесь приобрести янтарные изделия. Вот. И вот так вот прогуляться. И вот тут вот такой вид шикарный. Вот тут у нас водичка бежит, нервы успокаивает. Башня с укреплением. Вид на озеро. Сегодня погода потрясающая. Ветер какой-то южный, такой тепленький, цветы расцвели везде, где только можно. Мы во двор к себе зашли, в одном месте подснежники цветут, в другом хризантемы, в третьем месте на полянке выпустили листочки одуванчики. 31 января 2020 года. Релакс. Зима. Кайф. Да, Владимир Николаевич. Сегодня достаточно
Ну, весна, вот реально. Я вам честно скажу, просто весенняя погода. Начало весны. Ни больше, ни меньше. Почки распустились, листочки, цветочки, все. Трава вот свеженькая выколупалась из земли, хотя она и не застывала в этом году. Не было такого. Вот так вот можно полностью вокруг озера пройти и выйти вон туда, где белый купол. Прогулка шикарная. Вот если приедете сюда, особенно летом, лучше не найти место, чтобы гулять. А мы пошли прогуляемся по главной улице тут, которая около музея, самое главное. Вот. Потому что нам вокруг озера сейчас не по пути, нам нужно получить опять на почте посылку. Поэтому мы пойдем по улице Черняховского. Сейчас мы на нее выйдем и пойдем. Но озеро нам тоже видно. Вот. И музей янтаря видно. И озеро, и даже чертово колесо видно и в парке юности. Или как? А нет, это не... Нет, это юность или не юность? Юность парк называется, не помнишь? По-моему, да. Детский парк. Вот. Аттракционов. Вот мы пойдем прогуляемся. Мы сейчас проводим акции. У Владимира Николаевича есть акции. Проработка вашего денежного канала, устранение негатива с денежного канала. И все это очень смешные цены. И также негатив на отношениях с матерью он устраняет у нас. И просто чистки есть такие комплексные от каких-нибудь страхов там и от всего-всего-всего. Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, что чаще всего влияет у человека негативно на денежный канал? Ну, во-первых, нежелание принимать деньги таковы, какими они есть. Придание определенной окраски негативной деньгам. Также придание окраски негативной долгам. То есть можно долг просто воспринимать, у кого-то, допустим, кредиты, вот адекватно, безэмоционально, а кто-то очень болезненно на эту тему реагирует, и это, по сути, тоже блокирует денежный канал. Все негативные мысли, которые вы думаете о деньгах, блокируют ваши денежные каналы, по сути. Нежелание осознавать, чем обладает человек, то есть какими материальными ценностями. Кто-то не погружается в это все и просто, да, что-то есть и все, и ладно. А те, кто богатые, умеют распоряжаться хорошо деньгами, они в первую очередь осознают, что у них есть, чем они владеют, все активы, пассивы, и примерно смотрят, какой у них денежный поток, какой доход. Если человек осознает это каждый вечер, хотя бы 5 минут уделяет этой практике, посмотреть, что у него изменилось, мысленно прокрутить в голове, чем он обладает, и отпустить негативные эмоции по поводу своего денежного потока, по поводу зарплаты, по поводу имущества, то это считается лакшми пуджай, по сути, в индийской культуре. И эта практика позволяет привлечь дополнительные деньги. Ну вот мы на сеансах подобные блоки устраняем, открываем возможности, фокусируем внимание на тех позитивных качествах, которые нужно в себе, полезно в себе развивать для того, чтобы больше человек зарабатывал денег либо прямо, либо косвенно. Косвенно это через свой труд, через свое творчество, если кто-то занимается творчеством, ну и подобное. Также цвета. Вот смотрите, яркий солнечный цвет, вот как у янтаря, например, очень сильно привлекает денежный поток. Если вы поддерживаете в одежде солнечные цвета, они вам привлекут в любом случае, это цвета манипуры, извиняюсь, они привлекут к вам в любом случае общественность и деньги.
связи, да, нужные. Но также деньги привлекают, как ни странно, цвета типа фиолетовый, розовый и зеленый. Хотя эти цвета относятся больше к другим областям и к другим чакрам. Но вот особенно фиолетовый цвет деньги очень любят. Если вы носите в одежде хоть что-то из этих цветов, фиолетовый, розовый, зеленый, ну или солнечные, то к вам денежки почему-то больше привлекаются. В Китае в свое время был закон, который запрещал желтые цвета, цвета золотого оттенка носить тем, кто Беден. не обладает императорскими какими-то титулами, да, только император по сути. Это цвета богатства, власти, изобилия и Да. хороших социальных связей. Если же вы хотите повысить духовность в себе, вам нужно носить оранжевый в любом случае. Тогда вы начинаете быть более духовными. А вот такой вот солнечный цвет, как именно такой желтый, золотой, повышает интерес к материальному. Привлекает к вам связи людей, естественно, деньги. У нас движение на улицах. Ребенок правила нарушает. Мы это заснимаем на камеру. Все как надо. Мы свидетели, мы все сняли. Полицию не покажем. Перебежал дорогу полицейскому автомобилю. Да, Положим есть. да. И мы ничего не покажем никому. И не расскажем. Интересный магазин. Может, зайдем? Только вот можно ли там снимать? Вот в чем вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Это антикварный магазин? А, это музей-магазин. У нас есть большой музей на Советском проспекте 60. А можно взять визитку? Визиточку, да? Визитку, можно буклет. А музей государственный у вас или частный? Сколько там стоит билет? 200 или 250 рублей. Хорошо, спасибо. Надо будет сходить обязательно. Спасибо большое. Ну, я таких магазинов никогда не видела. Я вообще случайно заметила этот магазин. И он очень интересный. Очень. Просто сейчас, на данный момент, выбрать что-то антикварное я не в состоянии. Но я обязательно загляну туда позже. Вот улица Черняховского, тут указатель. Вот это очень старинное здание. Машинка паркуется. Вообще в Калининграде, если честно, очень много интересного располагается в подвалах. Снимают помещения в ретро-зданиях, кстати, часто. И в неожиданных местах ты можешь найти довольно интересный магазин, какой нигде больше не встретишь. Кстати, лавки по продаже всяких старинных изделий, они у нас в основном находятся на Ленинском проспекте. Вот там вот есть они, но я заходила, вот лавка не подобная этой, совершенно другая по конструкции, по устройству. А это вот такая вот уникальная прям лавочка для ценителей, настоящих ценителей. Вот. И те, кто действительно ценят, они, конечно, ходят в такие
ищут всякие интересные штуки за недорого. Вот. Кто-то в коллекцию забирает, кто-то перепродает. Сейчас будем переходить дорогу. У нас сегодня, вчера, позавчера были походы на почту каждый день. Мы получаем все время посылки и отправляем посылки. А сегодня у нас на канале Школа Таро Альвиен конкурс. Заканчивается переход. Вот. Заканчивается переход. И мы до сих пор не определились, что мы разыгрываем, но будет что-то интересное. Поэтому следите за нашим конкурсом. Мы сегодня сделаем интересное гадание, интересный конкурс, розыгрыш. Будет приз, я вот сейчас подумываю, какой, но я думаю, что будет очень крутой приз. Тот, за которым можно побороться, и ничего делать-то не надо. Подписаться на наши каналы, поставить лайк под видео, да, и написать комментарий к видео. Все, вы ничего не делаете, но у вас есть шанс выиграть великолепный приз. Поэтому обязательно смотрите. Не пропускайте по пятницам конкурсы. Но вообще на канале Школа Таро Альвиен, вот если вы это видео смотрите не в пятницу, да, все равно знаете, что всегда в пятницу есть конкурс, а итоги подводятся в понедельник. Поэтому участвовать в конкурсе можно пятница, суббота, воскресенье. У вас есть 3 дня. И даже утро понедельника, чтобы поставить комментарий. Поэтому обязательно успевайте. Но мы в любом случае уже подходим к почте, мы прощаемся с вами. Вот такой сегодня у нас Калининград. Вот такой будний день, пятничный. Вот. И все цветет, все пахнет. И выглядит 31 января как весна. Вот. Всем пока.